Так. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Так, собардилаш. Сегодня 26 февраля 2025 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality и на канале TikTok Аслан Арцуев. Время 17 часов 1 минута по Берлину. 19 часов 1 минута, соответственно, по городу Джохару, столице Чеченской Республики Ичкерия, бывшему городу Грозному. Я вас всех сердечно приветствую, друзья. Так, все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментарии, там, ну и все остальное вы знаете. Ваша безопасность в ваших руках. Все остальные, добро пожаловать. Как говорят немцы, herzlich willkommen. Пишите, общаться давайте будем разговаривать. Сегодняшний свой стрим я назвал «Империя все». Время платить дань и целовать ботинок хана Трампа. Давайте об этом и многом другом поговорим. Но перед тем, как начать говорить, я вам, как обычно, сообщу о потерях русских террористов и боевиков, которые уничтожены и ранены на священной украинской земле. Священной украинской земле. Сейчас я вам найду вот эти потери. Потери немножко сбавились, видимо, чуть-чуть обороты русские сбавили, но вообще впечатляют до сих пор. 1170 боевиков русских уничтожено и ранено. Итого их цифра достигла 870 700 бандитов. 19 танков уничтожено, 15 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, 2 анти-аэркрафт системы, 194 БПЛА сбито, 120 автомобильной техники и цистерн. Ну вот такие вот сегодняшние потери у русских боевиков. Так. Я вас всех приветствую, друзья. Следующие новости, какие у нас поступают. Давайте поговорим. Также напоминаю, что встать на колени, здесь ничего обидного нет. Нам нужно это тоже как бы обозначить для русского человека и для русского духа. Поэтому не думайте, что я хочу обидеть русских там или кого-то из русской империи, не состоявшейся, как и Демократической Федерации Российской, также и Русской империи не состоялась. Ну, увы, ах, не шмогла, так сказать, не шмогла. Но дело в том, что это древняя русская традиция, начинающая, ведущая свой отчет еще со времен Ивана Грозного. Дело в том, что когда монгольский хан приезжал, ну или Иван Грозный к нему приезжал, он нес ему дань раз в год, там раз там какой-то определенный период нужно было нести дань хану. И перед тем, как подойти к шатру хана, Иван Грозный должен был слезть с коня, стать на колени и на карачках уже подойти. И потом принести дань, отдать дань и обязательно поцеловать ботинок. Ну или, как он там назывался, калоша хана. И вот после этого все, молодец. Давай, можешь еще влавствовать, да? Поэтому, знаете, я хочу что сказать. Я чеченцам хочу объяснить. Многие чеченцы не знают русских. Вообще они не представляют, кто такие русские. Но многие чеченцы живут в своем социуме, в своем вакууме. И особенно подвергаются огромной, мощной такой российской пропаганде.
И даже им кажется, они смотрят сериалы, мультфильмы, растут, читают книги на русском языке, и им кажется, что, ну, такие же люди, как написано в книгах и так далее. Нет, это немножко не такие люди, как кажется чеченскому менталитету и чеченскому взгляду. Потому что чеченец вообще по-другому воспитывается. И мне, наверное, пришлось дожить лет до 30, чтобы до конца понять, что происходит. Что, как это, что за люди такие, русский дух, что это такое. Дело в том, что у каждого народа есть свои особенности, а вот в этом случае, когда, например, Кадыров говорит, что он пехотинец Путина, для чеченского сердца и для чеченской психики это очень болезненно воспринимается. И ну как он так нас унизил, оскорбил там пехотинцам кого-то либо на земле, там, ну вот внутри бушует огонь и пламя, когда вот такие вещи слышат. И именно ФСБ, зная это, заставляет этого Кадырова клясться в любви и говорить, что он пехотинец, что он там пес. Ну, псы государева было такое выражение, и такие люди были. Это была опричнина такая, которые исполняли волю государя и были очень такими жестокими убийцами, опричники. Вот псы государева. И в этом тоже ничего для русского слуха. Для чеченца это остается по-прежнему неприемлемо, но для русского слуха нет. И поэтому я хочу объяснить чеченцам и другим, кто не совсем в курсе, как это воспринимается. Дело в том, что по-другому отношения русские не могут выстраивать. Они могут быть только над или под. Поэтому если кто-то оказывается под или клянется им там подданстве, верности, там, ничтожности своей, то это естественно, это нормально для их взаимоотношений. Поэтому хочу немножко успокоить некоторых, сказать, что не волнуйтесь, у них это нормально. И в самом начале, когда началась русская агрессия широкомасштабная против Украины, я говорил, что я самое, с чего боюсь в этом деле, что Путин упадет на колени, вскинет руки к небу и воскликнет: «Господи, благослови Америку». Я в этом не сомневался, что они так сделают. Я боялся, что американцы его за это простят. Ну, конечно, не за бесплатно. Америка особенно за бесплатно ничего не любит делать. И, увы, к сожалению, мы подходим вот к такому вот сценарию, где, ну или к сожалению, или, не знаю, об этом сейчас давайте поговорим, или к счастью, что мы подходим к этому сценарию, и Путин упал на колени, он уже готов целовать калошу или ботинок хана, ну по старой русской традиции. Ничего это для русского слуха, духа, ничего в этом такого нет, ну все нормально. Только у меня один вопрос. Вот этим всем, кто меня предателем называл, врагом там называл, там, что я там заслуживаю смерти и так далее. Что вы теперь хотите сказать? Теперь вы тоже будете против Америки? Ваш царек упал навзничь, короче, и вы продолжите быть против Америки? Смотрите, вас за это скоро репрессировать будут. Если кто не научится из вас правильно и громко говорить: «Господи, благослови Америку», тот, может быть, уедет на Соловки по старой КГБшной традиции. И вот Путин теперь готов, как выяснилось, редкоземельные ископаемые. В России их больше, оказывается, чем в Украине. Представьте себе, что, оказывается, бабки Путина, которые, ну это на определенный электорат рассчитанные дамочки, вы их, наверное, знаете, они постоянно, ну все, это я их так беру, как самые яркие представители путинского электората, говорили, что Америка хочет захватить наши недра. Америка хочет все завоевать нас. Она хочет выкачивать нашу нефть и газ и полезные ископаемые. Причем редкоземельные полезные ископаемые. И вот что Путин сам теперь готов отдать
Хотя до этого он тоже все это время отдавал. Понимаете, просто у него и у ФСБ был план. Я вам рассказывал про этот план. План заключался в следующем. Советская экономика, если ее можно было назвать экономикой, колхозная экономика, не справлялась с тем, что происходит. Запада это устраивало. Советский Союз вел тяжелую войну в Афганистане и не мог никак победить афганцев. Их вообще никто не может победить, как мы понимаем. И в итоге пришли, ну, кроме американцев, потому что НАТО и американцы их победили. Мы знаем, 20 лет там была тишь да благодать, и русские платили по 100 тысяч долларов, чтобы там какой-нибудь там бандит убил или взорвал какого-нибудь американца, подложил там фугас по дороге следования. Ну, это вся война была. Русские платили по 100 тысяч долларов для каких-то бандитов. Это все известные факты. Чтобы хотя бы одного американца убить. Это вот такая вот работа у них была. Короче говоря, Советский Союз не справился с афганцами и начали выводить войска. Тогда Горбачев, который, как вчера сказал верно Аяд Эдигов, самый адекватный был из этих товарищей и начал делать перестройку, спасать Советский Союз. Самый человечный, можно сказать, был этот человек. Из этих всех там бандитов и фашистов, которые во главе фашистской России находятся. В итоге не получилось спасти экономику. Запада это устраивало, что они загнивают и были посмешищем. Рональд Рейган травил анекдоты. Ну, все смеялись с Советского Союза, с Россией. Ничего она не производила, она только воровать могла, технологии там и все остальное, секреты. И нужно было что-то делать, потому что КГБ уже надоело. Они, КГБшники, запомните, они в Украине есть, они везде сохранились. Не везде, конечно, но где-то очень много где сохранились. Потомственные причем, да. И им нужно было выйти с этого тупика. У них была собственность на миллиарды, на триллионы долларов, которые советский народ, вырвавшись в 1861 году из якобы рабства, через 50 лет снова оказался в рабстве, в советском уже рабстве. Хотя он и тогда не вырвался из рабства, понимаете? И русский народ, советский, российский народ, в основном русские, остальные потом они их завоевывали, пристегивали себе, кто-то, конечно, тоже стал рабом, но они были рабами. Рабами они остались, у них не было возможности не быть рабами, их не оставляли ни разу, никогда. И после развала империи, русской империи, когда из крепостных они какой-то чуть-чуть почувствовали свободу, были там батраками, там крестьянами, рабочими, что тоже очень такая, с натяжкой можно их назвать, с какими-то свободными крестьянами и рабочими. Они снова оказались в рабстве, уже в советском, коммунистическом рабстве. И мы все туда попали, все нас туда всех загнали. Причем нас уравняли. Тогда еще при царской империи у нас, например, нам, чеченцам, разрешалось носить свои кинжалы. У нас там какой-то оброк с нас не брался в царской России, потому что там, ну, воевали и были, накладно было. Ну, приходилось служить царской армии, чтобы твой народ, там, твою семью не трогали. Вот такая вот была, ну, по-разному была у всех народов взаимоотношения с империей. И вот 70 лет, 75 лет советская власть, не давая ничего нам взамен, полностью 3 поколения нас эксплуатировала. Наших отцов, дедов, наших бабушек, наших мам, ничего не давая им взамен. И всеми, кто управлял вот этим процессом, было НКВД, нынешнее ФСБ. КГБ, ЧК, ВЧК, там НКВД, потом КГБ, ну, по ФСК, сейчас ФСБ, ну и так далее. Сегодня вот до ФСБ дожили. Я думаю, они тоже сейчас скоро сменят название, потому что, ну все, не шмогла. Опять нужно что-то новое придумать. В итоге им пришлось
чтобы захватить всю собственность, они предложили Западу, сказали, все, мы больше не будем сохранять эту всю систему, мы хотим быть вашими подданными. Они 75 лет, ну не 75 лет, после Второй мировой войны особенно это было, ну сколько там, 40 лет, 50 лет, угрожали Западу, что мы вас всех убьем, взорвем, там, уничтожим там, и так далее, и так далее. И после этого они решили упасть на колени, как сейчас Путин упал перед Трампом, и еще дальше будут падать. Вы не удивляйтесь просто, вы не удивляйтесь. Все это будет происходить. Да? Чем больше от них будут вот так ногой отбивать, они тем больше будут лезть и целовать этот сапог. Это, культура такая, простите, это скрепа. Ничего особенного, поэтому не удивляйтесь. И за 75 лет то, что было накоплено нашими отцами, дедами, бабушками, мамами и всеми остальными, КГБшники, которые убивали нас миллионами, истребляли все живое, что только возможно, просто чтобы забрать у вас квартиру, забрать у вас бизнес, там какую-нибудь корову, там какую-нибудь, там еще что-то, просто жена понравилась. Настучал, все, расстреляли. Жена тебе там попользовался, ее тоже отправил куда-нибудь на Соловки, в ГУЛАГ какой-нибудь там, надоела она. Вот такие люди захватили власть, это есть отцы и деды и прадеды сегодняшних ФСБшников. Это самые-самые аморальные существа, которые остались после массового. Это не просто была какая-то репрессия, там кого-то сажали, кого-то там немножко там подрастреляли. Это было тотальное истребление, в том числе русских. И русских истребили больше всех, потому что их было больше всех. Понимаете? В процентном соотношении нам с ингушами больше всех досталось. Поголовно нас истребили. 70%, 60-70% нас истребили. Если не больше, это только за одну высылку, за эти 13 лет мы потеряли 60-70%. А так истребляли русских, миллионы русских истребили. И остались выродки. Вы меня извините, я не должен говорить такие слова. Я правозащитник, там, культурный человек, все такое. Но это правда. Людей не осталось во власти, в руководстве. Остались выродки. Просто ублюдки остались. Непонятно кем, чем сделанные, как сделанные, без принципов, аморальные, просто сволочи. И они из поколения в поколение передавали эту власть. Они не светились, когда нужно прятались, когда нужно власть. И они были такой серой схемой, такой серой властью. Они управляли всем. Они ставили ментов, они все друг друга знали, они друг с другом женились чаще всего. Вот так, там, могли найти какую-нибудь там себе равную бомжиху и на ней могли жениться, а так между собой обычно, чтобы не выходить там. Власть, это власть была. И когда они поняли, что весь мир с них смеется, ничего они не могут, сейчас народ поднимется, а народ уже советскую власть, сейчас просто молодежь не помнит, тогда в советскую власть никто не верил. Вообще никто. Не сами КГБ. КГБшники с первых дней не верили. Народ вообще, даже русский народ, тот самый сломленный, покоренный, уничтоженный, потомки этих зашуганных россиян, русских, они не верили. Да, они молчали, где-то там на кухне выпив, могли о чем-то говорить. Больше ничего они не могли и не делали. Но не верили. Вообще, от слова совсем. Понимаете? И нужно было вот этим потомкам, вот этим внукам, правнукам, вот этих тех люмпенов пролетариата, нужно было эту власть и деньги себе забрать. Заводы, которые строились десятилетиями, атомные электростанции, ТЭЦ, ГЭС, все, железнодороги, все просто, нефтяные, газовые компаний. Это все потом Ходорковский, все КГБшники между собой делили. И они договорились тогда, все, мы расходимся, и у них был такой принцип: разойтись, чтобы сойтись. В каждой советской республике, их было 15, 3 советские республики Западом не признавались, это страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония.
их не признавали, Запад считал их оккупированными, и все 50 лет после Второй мировой войны, или там 45 лет, они оставались оккупированы. После немцев русские туда пришли, советские, и все, и заняли территории, и больше их не отпускали. До самого развала Советского Союза. Поэтому их было, советских республик было 15, включая эти 3 Балтийские республики, и 20 автономных республик. В международном праве такого понятия союзный, автономный не существует. Есть территориальное деление, и если есть там земля, народ, все, вот это считается республикой, вне зависимости, автономная, там, советская и так далее. И поэтому в 90-м году или в 89-м, в 90-м году Советский Союз, выравнивая свое право, свои законы на уровень, выводя их на международный уровень, для того, чтобы они не противоречили здравому смыслу и основным принципам международного права, уравняли 20 автономных республик и 15 советских республик. И нас всех стало 35 республик. 3, опять же, напоминаю, республики, они не были вообще признаны. Они в Советский Союз Западом не входили и не признавались. Все это время они считались под оккупацией. Хотя мы все были под оккупацией. И вот осталось 32 республики. 32 республики. И Советский Союз решил действовать, развалить Советский Союз. Везде, в каждой республике они оставили свои власти, потому что вся власть тотально, уборщики. Помните, если 10 или 15 лет вы работаете дворником, вам получалось, вы в очередь становитесь, и вам дают квартиру. Так вот, эту квартиру давали не за то, что вы мели, а за то, что вы стучали. Вы обязаны были стучать КГБ. Вы должны были, если вы у мусорки нашли там труп, пистолет, бумаги какие-нибудь, ну все что угодно, дворник много чего находит, он обязательно это должен был доносить. Муллы, попы, раввины, там, кто у буддистов, все стучали, все обязаны были подписывать документ о сотрудничестве с КГБ. Только в таком случае вам позволялось иметь что-то. Это была тотальная КГБшная страна. Все остальные были рабами. У них не было ничего, ни собственности, ничего не было. Тебе 120 рублей зарплата, это в лучшем случае, и ты пашешь как ишак. Все, да, ну тебе какая-то пенсия гарантировалась, какая-то там бесплатная медицина, которая была тоже не очень, образование, которое тоже было не очень, но все-таки это было, которого и даже сейчас этого нет. Даже вот того образования, той учебы, той медицины, этого всего нет. И вот КГБ пришло к выводу, что уже в Афганистане они не справляются, войска нужно выводить, у них экономика дышит на ладан, они потерпели сокрушительное поражение, и они решили применить русский гамбит. Они пожертвовать своей идеологией коммунизма, на котором они выстраивали, убили сотни миллионов людей, ну, под 100 миллионов, убили и репрессировали. Лагеря, вот вся Сибирь, Камчатка, Дальний Восток, это все люди высланные, сосланные. Почему сибиряки русские вообще другие люди? С гонором, с характером такие люди. Это все потомки тех несогласных, которых репрессировали и отправляли туда осваивать новые земли. Понимаете? Характер, потомственный характер, он остается. И в итоге они посчитали, что разваливаем Советский Союз, забираем всю собственность общества, советского общества, которые наши отцы, не забываем, да, это все наше. А Запад этого не хотел. Запад не хотел. Запад сказал, ты что, не-не-не, нам не нужно. Они приезжали в Киев, президент Соединенных Штатов, по-моему, Буш, или не помню кто, упрашивал украинцев не уходить из Советского Союза. Американцам это было невыгодно, всем это было невыгодно, всех все устраивало. Такой прекрасный такой показатель, как не нужно жить.
Все, кто бежал от России, бежали к ним. Все мозги, все умные люди, все стремящиеся к свободе, все бежали туда. Раньше в царской России бежали на Кавказ за свободой русские мужики. А теперь русские мужики, и не только русские, бежали все на Запад. Это всех устраивало. Все было отлично, все было под контролем. Но русские посчитали, КГБшники посчитали, что им не надо так делать. И они хотят стать новыми дворянами. Николай Патрушев, например, один из главных архитекторов, идеологов этого нового дворянства, не единственный и не первый, но один из главных, который нес это все время на себе, новое дворянство. Они посчитали, что мы должны стать новыми дворянами, все прибрать к рукам. Взяли этот пирог, условно говоря, ну, например, стоит он миллиард, например, да? Берут этот пирог, заводы, фабрики, пароходы, все. Представьте себе, 75 лет мы все это на своем горбу, без ничего в собственности не имея, пашем. И вот это все, особенно военно-промышленный комплекс, заводы там и все остальное, делят на условно сколько жителей проживает, каждому выдается ваучер на 10 тысяч рублей. И никому не объясняют, что с этим делать. Никто не знает, какие заводы, какие фабрики, алюминиевый завод выгоден, нефтяной завод выгоден. Никто об этом не знает. Народ, вот про образование возвращаясь, не имеет никакого такого толкового образования. Ничего не знает. Никакой экономики мы не знаем. Мы не знаем, что такое демократия. Мы не знаем государственное устройство, что такое. Нас этому просто не учат в Советском Союзе. И делят и говорят, приходят реформаторы, там Чубайс, Гайдар, другие, третьи, десятые, делятся с Западом, выдают лучшие контракты Западу, потому что Запад же не хочет, чтобы они разваливались. И надо, чтобы Запад захотел, чтобы они разваливались. Замаслить их нужно. И вот им делят лучшие пироги, отдают Англии, Америки, Франции, Германии, ну и Германии не особо, потому что Германия тоже была своя агентура там и так далее. Ну и, конечно же, себе, родным, любимым, все это забирается. И с лозунгом они расходятся: разойтись, чтобы сойтись. Разойтись, чтобы сойтись. Это их лозунг. И они начинают воссоздавать новую империю, но уже экономически на другой платформе, то есть на капитализме, потому что советская система, колхозная система, она не работает, и рыночная система должна дать им возможность стать цивилизованными людьми в цивилизованном обществе, в цивилизованном мире. И Запад соглашается на это. Слишком хорошие предложения. Помните, Ленин говорил, что мы купим веревку у Запада, на котором его повесим, этот Запад. И веревку, и мыло, или просто веревку. Потому что ничего своего нет, но есть полезные ископаемые. Захватили чужие земли, вырезали же якутов, бурят, Кавказ, Сибирь. Ну, все эти народы вырезаны. Народы русские истребили много-много народов, которых перестали существовать. Русские сами состоят из народов, которых они ассимилировали и истребили. Это манкурты, которые не помнят своего прошлого. У которого это правда, я ничего не выдумываю, я никого не оскорбляю. Я рассказываю вам реальную историю России и русских. Русской национальности не существовало, как не существовало американской национальности. Дело в том, что американская национальность образовалась, нация, добровольно, со всего мира люди туда приезжали. А здесь все делалось насильно, убийствами, кровью и так далее. Почувствуйте разницу, как говорится. Поэтому какие результаты бывают, когда вы делаете это добровольно, на свободных началах, и когда вы это делаете насильно, когда вас уничтожают. Русского языка не существовало, это искусственный язык, не было истории. Чеченский язык был, британский, английский, немецкий, все языки, многие языки существовали. Славянский язык, украинский язык, русского языка не существовало. Это смесь болгарского, славянского, украинского, других языков, который образовался.
Ничего плохого в этом нет. Просто это исторический факт, чтобы вы знали. В итоге они делят этот пирог. Я помню, в центре Москвы, на площади 3 вокзалов, стояла машина, скупала золото и ваучеры. Прям открыто ментам. Они, с ментами в доле, видимо, или отстегивали ментам. И за ваучер вначале давали 3 бутылки водки за ваучер. Понимаете, это то, что вы, ваши деды, отцы работали 75 лет, делите собственность, и вам за это дают 3 бутылки водки. Были те, которые потом уже за бутылку меняли, за бутылку водки. Прям подходит, там ваучеры со всей семьи собрал, пошел себе бутылку, 3 бутылки, сперва 3 бутылки за ваучер. Потом опустилось уже до 1 бутылки за ваучер. И вот таким образом русские и все народы, проживавшие в Советском Союзе, были облапошены. Везде вот этих советских республиках остались КГБшники у власти. Ничего не изменилось, поменялась только вывеска. ООН, это все было сделано вместе с Западом. Организация Объединенных Наций, которая состоит из 5 постоянных членов Совета Безопасности, как вы знаете, и 10 членов, Совет Безопасности, которые меняются каждый год или 2. Самое главное, вообще, ООН это вот эти 5 государств. Все остальное это так. Люди, народы, которые где-то хотят пристроиться и пытаются выжить в этой среде. Главные 5 этих государств. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, СССР и Китай. Так вот, СССР до сих пор там числится в Совете Безопасности. СССР это называется. Никакой Российской Федерации там нет. Есть СССР, везде по документам, везде СССР, есть СССР. А СССР состоял из многих республик, как мы понимаем. И вот это все было сделано с молчаливого или не с молчаливого согласия Запада. Невозможно это было сделать, если бы Запад был бы против этого. Россию даже не лишили права вето. Даже из постоянных членов Совета Безопасности ее не выкинули. Видимо, это было одно из главных условий России, потому что это очень важное положение. Вы самые сильные в этом мире. Вы великая держава, если вы являетесь постоянным членом Совета Безопасности ООН. В итоге русские начали осуществлять свой план. Разойтись, чтобы сойтись. Они вошли, они даже не мечтали о том, что и они смогут войти во все почти во все международные организации. Их везде впустили. У них были теперь деньги, они были теперь демократами, якобы. Они были цивилизованными людьми и с ними имели дело. Они умели вербовать, они умели покупать. А на Западе здесь коррупция не так распространена, хотя присутствует, но не в таком количестве. И можно не только деньгами, можно лестью, девочками, другими наркотиками, там, 3-ми, 10-ми вещами можно людей разлагать, развращать и подкупать и покупать. Плюс опыт. Это государство-террорист. Россия, СССР, государство-террорист. То есть террористов сами запустили к себе в дом. Всех до единого, за деньги. Как говорил Ленин. Продали веревку, на которую Запад повесит. Мы, чеченцы, столкнулись одни из первых. Была Молдова, Приднестровье, Грузия была, Ингушетия была, геноцид в Ингушетии. Абхазии, Грузии была война. И свободные силы в Советском Союзе, грузинские силы, чеченские силы, молдавские, другие третьи пытались оказывать сопротивление. Но они были так малы, ничтожно малы по сравнению с той силой, которая против них противостояла. Более того, теперь Запад был за эту Россию, за этих демократов русских. Поэтому у вас шансов не было вообще никаких. Понимаете? Вы не могли сопротивляться. Но Запад, конечно, там первое время тоже по инерции поддерживал. Он же в советское время боролся против Советского Союза, против коммунистической красной чумы, все такое.
А потом быстро начали переобуваться. ФСБ начало внедрять в Радио Свободу, в Голос Америки, в Deutsche Welle, BBC, свою агентуру, своих людей, подкупать, задабривать, просто дружить. Ну а что дружить? Ну лучше ж сильным дружить, правильно? Ну подумаешь, какой-то там грузин хочет какие-то свои права. Так это же Грузия, она же маленькая. Советский Союз большой, Москва большая, Россия большая. Так, ну потерпи, грузин. А чеченцы, ну а вы что хотите? А вы тоже, да ладно, вы же маленькие, у нас миллион всего. Ладно, ладно, скоро они станут демократами. У вас все будет нормально, вы будете свободными. Так они нас убивают, они нас истребляют, они ничего не поменялись. Нет, вы не понимаете, мы понимаем, мы же старшие понимаем, нам видно отсюда свысока. Мы же в ООНе сидим, у нас много денег, у нас много оружия. Мы все видим и все знаем. И вот так истребляли поголовно. Россия разошлась, чтобы сойтись. И она начала снова создавать свою империю. Наш профессор Абдурахман Автарханов, который похоронен здесь, в Германии, в Мюнхене, уважаемый человек, просто титан, гигант мысли, писал о том еще в 90, если я не ошибаюсь, я публиковал, у меня есть и в Инстаграм, и в Ютуб в разделе сообщества, везде и в Фейсбук, вероятно, есть, я просто пытаюсь везде распространить письмо, которое он писал о том, что Россия в 92 году создает новую империю. Это вообще самый известный и самый великий изучатель и советолог, который изучал всю эту систему и знал ее изнутри. Преподаватель ЦРУ, кстати говоря, работал какое-то время, читал лекции для сотрудников ЦРУ. Я думаю, не очень удачно он им читал, потому что не очень удачно те воспринимали информацию, которую ему говорили. А он еще со времен Сталина их всех знал. Поголовно, поименно, причем лично, в том числе и Сталина. И он рассказывал, что Россия создает новую империю советского типа. Новую империю. Но им было недостаточно создать свою советскую империю. Им нужно было создать, потому что одни не справятся. У них только деньги есть и умеют вербовать. А созидать и что-то создавать русские не умеют. КГБ, ФСБ, они не умеют этого. Они могут убить, могут подсыпать яд, обмануть вас могут, какую-то спецоперацию провести, чтобы вас с ума свести. А созидать, создавать ничего не умеют, только разрушать. Для этого нужен Запад. А Запад — Европа. Европа очень интеллектуальная, очень умная. И за последние, после Второй мировой войны, очень расслабилась Европа. Европа уже не та Европа, потому что у нее американский зонтик, американские мускулы. И есть люди, которые обижены на Америку. Потому что, смотрите, Америка здесь держит военные базы, Америка нам что-то указывает. И через губу разговаривали с Америкой. Вот немцы, например, так себя ведут. Я встречал немцев, которые не любят американцев, которые говорят, что это империалисты, которые нас захватили и так далее. Я говорил, вы думаете, что вы говорите? Так вон Россия. Идите, да, Россия лучше, мне говорил один немец. Россия, она справедливая, она лучшая, она вся такая хорошая, красивая. И так далее. Были такие люди, которые считали, что они великие товарищи, и они смогут справиться. В итоге происходило следующее. Запад, Европа, Европейский Союз находился под зонтиком безопасности Соединенных Штатов Америки. Да, сам что-то вкладывал, конечно же. По большей части расслабились. И здесь начиналось такое бурление. Торгуют с Россией, с Ираном, с Китаем. Америка что-то там говорит. Ты кто вообще такой? Ты чему нас учишь жить? Тебе 250 лет, нам 1000 лет. Мы великая, старая Европа. О чем ты говоришь? Ты кто такой вообще нас учить? Мы тут с русскими сами разберемся. У нас свобода, это на независимость. Вы не лезьте в наши внутренние дела.
И тогда русские посчитали, что они могут от Лиссабона до Владивостока создать империи. Нет демократии больше. Надоело. Демократия это прошлый век, это неинтересно. Понимаете? Это надо людей спрашивать, какие-то выборы проводить. Это неэффективно. Эффективно, когда один царь, он знает, что это его, он за это беспокоится. А тут пришли какие-то управленцы на 4 года, на 5 лет. Потом ушли, потом другие пришли. Все воруют, все себе что-то тянут. Нет, это неинтересно. Нужно империи. Это как в древние времена, это честно, потомственно передается власть своим детям, внукам. Ну, короче, как мы видели. На России все это строилось. Но просто строилось не только на России. Это должно было строиться со всей Европой. В том числе и Германия. От Лиссабона до Владивостока должны были построить империи. И отобрать у Америки влияние. И только вот, когда напали на Украину, тогда уже задумались. И в Америке зачесались. И везде, и в Англии зачесались, хотя я думаю, в Англии намного раньше зачесались. В итоге мы пришли к тому, что посчитали, что Запад слабый, Америка слабая, все боятся русских, русские делают что хотят, русские в Европе совершают террористические акты, европейцы боятся признаться, немцы боятся признаться, что против них совершаются террористические акты. Представьте себе, взваливают все на кого угодно, только не на русских, не на русские спецслужбы. Когда убили Зелимхана Хангашвили в Берлине, это был один из ярких, не единственный, один из ярких показателей того, как Запад боится. На его земле, перед зданием Ангелы Меркель, администрации Ангелы Меркель, канцлера Германии, убили человека, подло, вероломно, выстрелив по-русски в спину, и боялись признать, что это заказ российской власти и лично Путина Владимира. Понимаете? Нам приходилось проводить митинги перед прокуратурой и требовать. Слава Богу, здесь есть и мужественные люди. Слава Богу, здесь есть система, которая работает, когда ей необходимо, если ее мобилизовать. Как немецкий танк, как Мерседес автомобиль. Слава Богу, что такие есть. Но все это время боялись обидеть, поссориться, там это, третье. Я просто про Германию говорю. То же самое везде. Франция, все остальные, Польша. В Польше убили все руководство страны. Представьте себе, и все это схавали. После этого, конечно, Путин с Патрушевым. Была видеосъемка, они оборзели, Путин с Патрушевым, они подумали, ну все, а что тут? Если все руководство. Первая леди, президент, министр обороны, все руководство Польши было сбито и уничтожено. Видеосъемка, где люди ходят и добивают лежащих на земле руководство, элиту Польши. Понимаете? Обломки дайте, мы хотим провести расследование. Ничего русские не выдали. Где взрыв произошел, чтобы ничего не доказали. Схавали, проглотили. Понимаете? Вот на какой стадии все находилось. Возвращаясь к чеченскому народу, можно сказать. На глазах всего народа, всего мира истреблялся чеченский народ. Немцы согласились с тем, что мы являемся исламскими террористами. И начали против нас бороться. Это министр внутренних дел Вольфганг Шобле рассказывает. За год, за полтора до своей смерти, бывший министр внутренних дел Германии, рассказывает, что он виноват, он ошибался. Что чеченцы не были никакими исламскими террористами, и мы не строили какой-то всемирный халифат, там какой-то КГБшный нам придуманный проект. Ни в коем случае. Мы были борцы за свою независимость и свободу. Просто борцы за свою свободу, как все в любой стране. Сегодня украинцев носят на руках таких людей. Чеченцев ищут по линии Интерпол. Понимаете? Понимаете, вот какая ситуация. И мы говорили, Джохар Дудаев говорил, Абдурахманов Тарханов говорил, Аят Идигов говорил. Еще писали это еще давным-давно. Нас уничтожают, идет геноцид, они создают империю.
Не-не-не-не, не создают. Потерпите, потерпите. Это сейчас демократия наступит, и все и наступит рай на земле. Русские станут людьми. Русские станут людьми. Увы и ах, так не сложилось, не получилось. Начали создавать свою империю. Напали на Украину. Украине до сих пор, вот сейчас кто-то ругает Трампа, Трамп плохой, Трамп... За 3 года широкомасштабной войны, за 11 лет вообще начала войны против Украины, Украина так и не смогла вычистить агентуру КГБшную, которая завлекала эту бандитскую русскую армию к себе. Их все это звал, их зазывали, говорили, приходите, мы вам поможем, мы тут быстро свернем, мы тут русский мир устроим, Украина будет с Россией, там все такое. За все это время их не вычистили, понимаете? И сейчас Трамп спасает украинский народ, если кто еще не понял. Он спасает украинский народ, который уничтожается, потому что в любом случае никакого толка не будет, если у вас в тылу та же гибня сидит. Вы можете воевать 100 лет, и все закончитесь в конце концов. А гибня останется. Те самые, кто зазвал эту войну, кто готовил почву для этих русских. Понимаете? Вот какая система тут сложилась. Но, увы и ах, не шмогла русня, не шмогла. Украинская воля, украинская сила, украинский дух остановили, не сломились, не поддались. Это спасло всех нас. Всю Европу это спасло. Нас не спасло. Нас не спасло. Нас уничтожили. Нас, чеченцев, закончили. Нас 300 тысяч убили, 300 тысяч изгнали. 400 тысяч, 500 тысяч, 600 тысяч осталось. Ну там родились еще. 500-600 тысяч осталось в республике. Они все находятся в заложниках. Северная Корея – это курорт по сравнению с Чеченской республикой Ичкерия, временно оккупированной фашистской Россией. Рамзан Кадыров гауляйтер. Он только картинка, которую мы видим. Да, очень богатый и очень своеобразный. Ну, всего лишь марионетка, которая управляет. Всеми управляет ФСБ по Чеченской республике Ичкерия и по Чеченской республике нашей оккупированной Ичкерии, и администрация Путина, президента Путина России, президента России Путина. Вот какая вот ситуация, друзья. Давайте я в общем вам картину рассказал. Сейчас империя отказывается от своих имперских замашек. Мы приходим, я вам скажу, где-то к 17 году прошлого века. Приблизительно будет. Сейчас должен появиться какой-то наподобие Керенского. Временное правительство должно будет создаться. Но до этого временного правительства должны будут произойти какие-нибудь глобальные проблемы, масштабные такие процессы. И революция на России. Все со всеми. КГБ к этому готовится. Я об этом в своих стримах вам много раз говорил, что они готовятся к этому. Как я говорил о том, что готовится такая исламская, вот эта исламистская провокация, которая потом 7 октября 23 году вылилось нападение на Израиль. За полгода, может быть даже за год мы об этом говорили. И сейчас готовится, я полагаю, они уже готовы к этому, готовятся внутри России провокации и протесты. Потому что, естественно, люди, которые возвращаются с фронта, люди, которые устали от всего этого, они будут недовольными. И нужно уже как бы контрмеры принимать. Так было, когда Советский Союз разваливался, вспышка вот этого криминала, насилия, убийств и так далее. Но с другой стороны, я хочу сказать, что большие капиталы, чеченцы, особенно к вам я обращаюсь, кто живет на России, хотя вы будете первыми, кто будет подвергнут репрессиям и убийствам. Запомните просто простую истину. Большие капиталы делаются, когда империи создаются и когда рушатся. Когда они создаются, для этого требуется 50 лет, 20, 30, 50 лет, чтобы создать большие капиталы.
Когда она рушится, эта империя, достаточно 1, 2, 3, 5 лет, чтобы заработать. Поэтому не упустите свой шанс. Это будет исторический момент, чтобы заработать. Но еще тут нужно еще выжить, потому что смерти, к сожалению, будут колоссальные гражданские, внутриклановые. Просто страшно, что будет, по всей видимости. Дай Бог, чтобы я ошибался. Дай Бог. Как-то так, друзья. Давайте об этом многом другом поговорим. Почитаем ваши комментарии. Добрый вечер, Томас. Друзья, всех я вас приветствую. Шалом, витаю, ва алейкум ассалам. Все боялись русских, кроме украинцев. Да, Максим, совершенно верно. Продолжали бояться до сих пор, но это уже все в прошлом. Больше не будет. Больше этого не будет. Уже, вы видите, европейцы говорят, почему за столом не будет нас, когда переговоры с русскими будут? Почему нас не будет? А знаете, о чем это говорит? Это говорит, а мы что, дербанить русню мы не будем, что ли, говорят? Вот так это нужно понимать. Понимаете? Все, сдалась русня, сдалась, покорилась, да, упал на колени, да, осталось воскликнуть, да, Господи, благослови Америку. Я же вам говорил, русские, не нужно на меня наезжать. Вот этот американский флаг звездно-полосатый, вы будете еще его целовать все вместе разом, понимаете? Будете на Красной площади его выносить, поднимать его там, махать им будете. Понимаете? Причем те сегодня, которые просто на него плевались. Поэтому вот такая вот история, друзья. И европейцы посчитали, что... Трамп говорит, нет, только мы будем. Нет. А почему, знаете, Украины, он говорит, не нужно Украины туда тоже быть. Так потому что вот эти люди, которые зазывали эту русню, они же остались в Украине у власти. Фактически, практически все. Зеленский оказался, я полагаю, Зеленский это вообще не из системы человек, но он попал в эту систему. Он ее не строил коррупционно, ему деваться некуда. Он в ней находится, и он полностью под контролем. И днем, и ночью. Он ни вправо, ни влево не может ничего не сделать. В случае чего там все что угодно с ним может случиться. Понимаете? Хотя, я думаю, у него есть возможность для маневров. Но по факту вся эта система, и поэтому Трамп говорит, я буду решать. Ни Европа не будет, которая постоянно заднюю втыкала. Давайте, помогайте украинцам. Быстро нужно было. Вначале нужно сделать. Нет, все вот заднюю втыкали. А теперь все хотят сесть за стол переговоров. А зачем? Чтобы свою долю поиметь с этого. С русни вонючей, разваливающейся, загнивающейся русни. Которая будет пылать еще в огне. Еще, вероятно, будет пылать в огне. Как-то так, друзья. Как-то так. Давайте ваши комментарии почитаем, друзья. А Украине все равно придется вычищать. Украинским патриотам никуда не деться. Придется вычищать. Мы, чеченцы, потерпели поражение именно на этом украинце. И вы идете... По таким же, да, вам в лоб, если выйти и сказать, вот я тебя убью, вот вы с ним становитесь и насмерть бьетесь. А когда он лестью, когда обманом, когда он больше патриот, чем вы дезориентируетесь. Вот то же самое произошло с нами. Ну, мы не могли убивать или сражаться против людей, которые нам пятки лижут. Понимаете, они лижут пятки. Они патриоты больше, чем вы. Они находят слова. Вот все информационное пространство Украины. Ими практически все занято. Я про русскоязычное говорю. Украинское я практически не лез туда. Я только русскоязычные смотрел. Понимаете? А сейчас они начинают. Сидит Арестович в Америке и на Зеленского гонит. Я предупреждал. Да ты все это время, ты был один из тех, Арестович. Ты был одним из тех, кто все это делал изначально вместе с Фейкиным. Понимаете, идею свободы украинского народа, борьбы за свою свободу, многовековую украинскую идею, ее нужно было оформить и вынести вперед. Ее не выносили никак.
Что угодно говорили, о чем угодно говорили, кроме украинской многовековой национальной идеи свободы и независимости. Понимаете? И этот Арестович был один из них. Арестович, Фейкин, Мейкин, вся вот эта Невзоровщина и так далее. И придется вычищать. Либо все зазря, либо ваши жертвы зазря. Потому что как плесень, они снова выявятся. Их всех нужно люстрировать. Всех нужно привлекать к ответственности, кто совершил преступление. Вывесить все списки КГБ. Все. Распустить полностью всю эту агентуру, все КГБ, СБУ, там, и в ГУР, и еще там где-то. Надо заниматься. Это большая работа. Большая работа, которую предстоит еще сделать. И я думаю, сейчас кадры есть. Украинцы уже выковали себе новые кадры. Вначале там нет кадров, там 3-10, мне говорили, нужно время, подожди немножко, все будет и так далее. Ну, сейчас посмотрим. В любом случае это придется сделать. Другого выбора нет. Ни у вас, украинцы, ни у нас, у чеченцев. У нас тоже эта гибня. И осталась там, она пришла к власти, у нас там находится. Более того, здесь в Европе у нас ичкерийцы, халифатчики тоже работают на гибню. Понимаете? Руководство вот это верхнее. Это тоже нужно придется избавляться. Либо мы никогда не будем ни нацией, ни народом, ни свободными людьми. Ни будущего у нас не будет. Если мы это оставим и просто забудем. Я не согласен. А вот с этого все и начинается. Если я не согласен. Да. Так. Понемножку набирает свой истинный еврейский вид. Волосы в кружочки, как у евреев. Не нравится тебе, да? Не нравится. Да я всегда был кучерявый, да? Всегда был. Ну, сейчас еще приходится специально, чтобы вам понравилось. Аслан, ты сказал, была тотальная КГБ страна. Я думаю, не была и есть до сегодняшнего дня. Да, Эд, шалом, брат. Абсолютно так, абсолютно так. Была и есть. Была и есть. Дели салам аш холь террор. Маш оэль. Ассаламу алейкум, свободный. Шамилю алейк салам, все будет Ичкерия. Дал мула, дай бог. Аслан, чукчи, например, те же индейцы Америки, которые русские вырезали. Да, русские любят говорить про индейцев там и так далее. Перед индейцами много раз извинялись, много что там делалось. Хотя, конечно же, была вопиющая несправедливость и к индейцам, и к чернокожим афроамериканцам. Но я вам скажу, что я недавно смотрел какой-то фильм на YouTube. Там русские староверы и эскимосы. Те же самые, которые живут на России, на границе с Америкой. Там. И это совсем разные люди. В России все спившиеся фактически уничтожены, а там у них самолеты русские есть. Они по-русски, кстати говоря, очень даже хорошо говорят, староверы. Летают на самолетах, ну таких маленьких самолетиках. Ну, такие фермеры, землевладельцы, там, ну и так далее. И живут себе свободно, хорошо зарабатывают, ну и обеспеченные люди. Что не скажешь о русне, конечно. У русни, все, кто связался с русней, у того нет будущего. Чукчей практически не осталось, ямальцев, немцев практически не осталось. Ну, все истреблены. Нету этих людей. Так.
Все правильно говорит. Первую российскую грамматику помор Ломоносов привез из Киева на Россию только в 1755 году. Не русскую, а российскую. Да, совершенно верно. Русский такого не было вообще понятия. Русский это все это украдено. И Украина нужна, знаете почему? Я же самого главного вам не сказал. Для построения этой империи нужна была киевская история. История Киевской Руси. Настоящая, славная, любая настоящая история у народов, она ценна, бесценна она. И славная она. И она нужна была русским, чтобы вот эти миллиарды, которые они нахапали, передавать своим детям на законных основаниях, чтобы там с английскими, там, с европейскими лордами, мордами, со всеми остальными быть на равных, там, пить там бурбон и курить сигары и говорить, какие мы крутые. А миллиарды это все на последующие поколения, все должно было им остаться. Ну, увы и ах, не шмогла, не шмогла. И поэтому, Господи, благослови Америку. Я Аллах, благослови ее. Дай Бог, чтобы она еще мощнее была, еще сильнее была. Потому что если бы не было Британии, Соединенных Штатов Америки, нас ждал бы хаос на этой земле, понимаете? У меня огромные претензии ко всему этому миру. Но не признать того, что есть, мы не можем. Понимаете? Ни одного чеченца в живых русские не оставили бы. Вот те, кто сейчас служит, ненавидят там нас всех, нас, меня лично, весь мир, Запад, Америку, Израиль ненавидящий. А их никого в живых уже русские не оставили бы. Чурки были бы забиты напрочь, да, носили бы лапти и ходили бы в тельняшках, да, хотя и так ходят и в лаптях, и в тельняшках. Вот что значит, да. Вот такие вот дела. Не получилось взять Киевскую Русь, да. О, сколько вас сегодня. Что-то я смотрю, вы, девчонки, сегодня обиделись на меня. Вы со вчерашнего дня на меня обижены, или позавчерашнего. Не получается у вас чеченцев против евреев настроить. Не получается нас представить здесь исламистами, террористами, да? Не получается, потому что правда всегда восторжествует. Не сможете вы победить. Никогда вы не победите. У вас уже все было в кармане, все было уже готово, да? Ну, увы и ах. Увы и ах. Так. Ірека, дуже дякую, дуже дякую. Ну вот видите, сколько здесь. Нормально все отлично, друзья, все отлично. Если, друзья, когда вы эти, ну не друзья, вы, конечно же, вот эти тролли, которые мне тут пишут разные вещи, когда вы комментарии пишете, чуть-чуть приподнимитесь, хорошо, а то когда вы сидите на бутылке, я не могу разобрать, что вы говорите. Чуть-чуть приподнимись, чтобы свиста не было, да? Хорошо? И тогда я пойму. А то непонятно, что вы тут пишете, да? Какие вы, да? Обидчивый. А вы что, ну, я же вам говорю, я же вас предупреждал, боже. Но вы мне не верили. У вас надежда была. Надежда была, что великий Путин всех победит, поставит Америку на колени. Ах вы. Так, спасибо всем, друзья, всем спасибо. Ну, вы видите, как они тут обижаются, да?
Доброе утро. Ты что имеешь в виду? Отходить кто начал? Русня начала отступать? Украина понад усе. Эдуард, согласен. وغاسق بيك حالتي أشدل شو نوضل أدوليش أس شسوام لعدات غاسق شين لوشتل شسوام تجوكت شين شسوام لوي تجوكت شنا موت عيقر دولش دوكشو شادرش تو أمريكان شن هينس وجا عيقش دوكشو شو كديرة دعواتين شو شا يول شنتربا دعواتين إزرشكا ويأنول تا أبازيتسانير أمريكانسكي ويأن نوجي شو حوي أنشينا داوود وي كديرة وي ومجدش وشا يول بنديت دعواتن إشا وول إشا قلوريش دعويت بين دات شو لاتن دك دوشون شويت ييتا أمريكان إزرائيل خدواش ما قالش شو جا все вам уже все ديون الله ودينو وديردو أبتي هم ورد عن أمريكانش بويش عن нападение شيا ديك ديش انت Путину, короче, слиться деш, ну, отцу ловил мор, ин сюда действуешь, а сдавать вирму отцу Путину первый. Вы что, еще не поняли, да, что первый сливать дирму, что выдавать дирму? Аж дивіться, як це, видите, що вы продались тем, кто нас убивал столетиями. Представьте себе, если сейчас американцы, евреи вам заплатят, вы будете им пятки лизать. Вы будете самыми большими патриотами Израиля, США и Великобритании. Понимаете? Вот в чем весь фикус, покус, фикус или как-то. Эх. Так, доброе утро. Почему ты бросил... Петр, я тебя не бросил, вождь, да? Скоро россияне будут speak English. 100%. Они отлично говорят на английском. Ты что, они будут, конечно, еще как будут. Ну, я вам правду рассказал, вы сильно не обижайтесь. Вы сильно... Держитесь. Держитесь. Ma iskeliyor bu. Obrek, azıcık meri var yaşamak, Avrupa yaşamak, işayola yuma şuyçek, tsundel mayıçеш. Şu adiliş, kuza kari Rusun za vakıroş. Sonra qitsaq şu qimet khirbatşo. Şen kuza adiliş, meri disdi. Ez gaysk şekir, короче, meri duş ins qiçana, şey meri nisdi. Magaznadım şu. Ладно. Смотрите, сколько троллятины, да, повылазило. Так, давайте дальше. У русских появилась причина бухать, жрать водку. Да, Эркинс, сейчас они будут, некоторые будут переживать. Как великий Путин, они осознают, что произошло. Они ничего не сделают против Путина. Путин останется у своей власти. Он плевал на них. Понимаете? Он плевал, он правильно, он их очень хорошо знает. Они выйдут, которые сейчас топились против укронацистов, американского империализма, которые хотят захватить их недра и так далее. Теперь они осознают, выйдут, выпьют там водочки или там какой-нибудь самогоночки, закурят сигарету, скажут, да, оказался Володя, короче,
слил нас. Ну ничего, вот такая вот наша судьба. И все, и дальше папиросочку, там, водочки, и сиди себе, да. Вот и все. Все, что они сделают, они ровным все. Вот это и есть русская скрепа, русский, великий русский дух. Сперва на ненависти подняться, чтобы ограбить соседей. Они же грабить туда шли. Им деньги, они везде всегда приходят грабить. Никакой идеи не было. Ну, были которые разные придурки, которые вот это поверили. В начале особенно. Потом только за деньги все шли. Все, пошли, все погибли, кто остался без ноги, без глаза, без руки, там, еще чего-то. Под себя ходит, там, в памперсе будет сидеть всю оставшуюся жизнь. Будет курить папироску, пить вино и говорить, да, слабак оказался наш царь. Я же сказал, это самое дерзкое, что будет, говорит, когда уже под этим делом, стуча, ясно, Путин оказался трусом. Я кровь проливал, а он трус. Не пошел дальше, не смог, сломался. Другой нам нужен, другой. И все, это все. Никакое свержение власти. Дальше вот этого стола, где он бухает, сидит со своими собутыльниками, которые его боятся, потому что он на войне был и там людей убивал. Вот дальше он никуда не пойдет. Все, он будет дальше бухать и все. И КГБ, ФСБ будет строить новые системы, чтобы некоторые, которые могут претендовать на власть, там ведь борьба внутри системы, клановая борьба идет. Понимаете? Это Россия, это клановая система. Это они у нас в Чечне говорили, какая-то клановая система. Я так и не мог понять, о чем они говорят, что за кланы. Они нам просто кланы, у них какие-то кланы. Кланы их ФСБшные и ГРУшные кланы. Вот это все. Они будут между собой грызться, убивать друг друга. Вот они будут за власть бороться. Для того, чтобы народ ничего не понял. И народ будет сидеть там, курить сигарку, и вот и все. Великий русский народ, да, великий русский народ. Великий русский народ. Русские обычно говорят, что делать, потерпим, даже когда их под зад ногой бьют. Да, это они долго запрягают просто. Ты просто не в курсе. Они просто долго запрягают. Так долго запрягают, что до рождения до самой смерти запрягают. И вот там, и на этом все дело. Увы и ах, увы и ах, увы и ах, увы и ах. Özbol. Dikkie walk özmod beats bo juen zak ko judet. Özmod mo beats ko jwa she juyak raske leish ko jwa jdet yezesh. Ta raske leyo ko jwa özdo jumya zeshwat ko jwa. Ang du jwa özmod beats. Özmod beats berkan bat ko jwa she raske she nene mod beats berkan bo ish ko jwa. Что насчет империи Ноя? Нохчи, чуички, нохчери, ичкерево. Цаума придумать дадишь, да. Ничего нам не нужно придумать. У нас государство есть, это наш выбор народа, который 25 ноября 1990 года наш народ выдвинул делегатов, выбрал путь на построение демократического, свободного государства. После этого были выборы, одни, вторые, президента выбрали, конституцию приняли. Все у нас есть. Ничего нового нам придумывать не нужно. Мы не являемся частью России. Мы никогда не были частью Российской Федерации. Кто-то говорит, мы хотели выйти из России. Нет, мы на законных основаниях, как все, в том числе сама Российская Федерация, так называемая, Украина, все, Казахстан, все другие республики, вышли из состава СССР после прекращения существования самого этого образования государственного под названием СССР. Все,
И мы никогда не входили в состав. Мы не принимали участие в той самой приватизации, где эти чеки делились. Мы в ничем в этом не принимали участие, но мы будем их требовать. Нам полагается. Мои родители, мои деды и отцы, они работали на эту советскую власть, и мы ничего не получили. Не говоря уже о том, что нас убивали, и за это нам полагается компенсация. У нас уничтожено 300 тысяч людей. У нас 300 тысяч, больше 300 тысяч находятся здесь в Европе, разбежались по всему миру. Нет хорошей жизни. Люди приезжают и живут, ну я вам скажу, не в очень лучших условиях. Быть беженцем, это, я вам скажу, очень тяжелое дело. Очень. И это нужно довести человека, чтобы он согласился идти там, стать беженцем и так далее. Поэтому в любом случае у нас государство есть, ничего нового изобретать нам не надо. У нас есть легитимное правительство, которое не сломалось, не отступило, не продалось в лице президиума, правительства Чеченской Республики Ичкерия, Аллы Дудаевой, Аяда Идигова, других лиц, которые входят в президиум. Вот эти люди должны представлять наши, они представляют наши, и дальше весь мир должен, если нас признают, сотрудничать с ними, признавать их. И у нас есть свое государство. И в ближайшее время нам нужно, чеченцам, мобилизоваться, объединиться, показать всему миру, что мы есть, а нас нету, как мы видим. У нас большинство молчаливое. Да, все, кто на моих позициях, которые я озвучиваю, не на моих, на наших народных позициях, они молчат. Это небезопасно, за это убивают, за это дома родственников пытают, там много чего делают. Поэтому мы вынуждены молчать. Ну, хватит молчать, надо выходить, говорить о том, что мы есть, что мы поддерживаем наш президиум правительства, уважаемого Аяда Идигова, уважаемую Аллу Дудаеву и других людей, которые, конечно же, должны говорить тоже. Но это их выбор, это их право. Мы, каждый являемся гражданином нашей страны, и каждый несет ответственность за наше сегодняшнее положение, понимаете? Так что все отлично, друзья. Главное, идем вперед, идем вперед. Делишь Саламаш, свободный гражданин. Ой, Маш. Нас, казахов, тоже чуть не уничтожили. Голодомор, репрессии, испытания, больше сотни всего видов ядерного борта. До сих пор страдаем, чуть язык не потеряли. Да, абсолютно верно. Казахстан тоже находился. Но и большая русификация Казахстана произошла. Очень большая. Мы это видим невооруженным взглядом. Казахстан очень много потерял. И еще Казахстан до сих пор находится, я вас, и вы меня, конечно, извините, но до сих пор под КГБшным управлением находится. Вся система советская, Назарбаева, вот сегодняшнему перешла, все осталось на своих местах. Казахстан не свободен, абсолютно. Он, может, вырвался из русификации, но свободным он еще не стал, демократическим государством. Да, я смотрю, зачем? Я смотрю, просто весь забивают. Смотрите, это очень показательно, то, что они делают. Это очень показательно. Они бросают все свои силы, чтобы отвлечь внимание. Отвлечь внимание о том, что мы говорим. Но ничего у них не получается. Представьте себе. И я всего лишь комментирую то, что происходит. Понимаете? Я ничего не делаю, кроме того, что комментирую, что происходящее. И это их просто сводит с ума. Даже если я перестану комментировать, все равно происходящие события будут происходить. Понимаете?
Человек, держись, Део. Вы тоже все это видите, ведь, даже? Надо, вы очень обиделись, девочки, Део. Вот что-то новое пишите, чтобы разнообразие было, а то одно и то же. Не то, мне вообще не интересно, да. Каток уже не остановить. Да, Бавонятка, совершенно верно. Аслан Дугінен, основні геополітики, бо книгам це є шина. Це є ж свободний гражданин, це є ж основы геополитики, це є ж. Ну, и Дугин свой гич мекша, я его вообще я его серьезно не воспринимал. Я конченец, а умерез и нет, не читал. Интересно, да? Ишь там отцом выдавать дурцуши, кайлинш, да? И Дугин ушен, вайза афил штубошку Европе, а держишь беш. Хэшдушу ночи. Хэр секретный шейца, внутренний шейца. Хомду, дүйч хазам дацер, за афилия бош. Талазар дух, и хомдегак, ама развиться дин дац. Штяй сенца, придуркшу, дикаришу, дац. Üç vay Кавказя и зафили антисемитизм, зафили шадега чудя чош. Хауш развитый бац вош ку западная система, ну представлять не. И Дугин убежденный уксо. Потому что и Дугину масса чудесных, что мы родоплеменные отношения щелша, вай неразвитый ду и ютин систем основной нацу дючтек, что мы галца дикарищуй и вот наши там род, племя и умшдуйга, а дальше есть понятие государства, мир и умайга, дать Бог, дерцет. И они всячески со всех сторон этому Западу это преподносили. И зафили яйцнага иу. Я убежден это. Кудынянчуа, цу Кавказя, юбош. А и дать искусственно дештига тролль, фабрика троллей ю Яблоновского и уерицах. Аз маситец эях канкшун, хази ески, дагя ески. Перекатная и Яблоновского, щи поселок ю цега, ю фабрика троллей, войнох чичуа юиш, а и адыгея юис. И там они вот сидят и пишут, запросы делают там на разные эти сайты. И, короче, вой белдеш, миллионы, миллиарды, аж наш дух, шмукаш, вой белда, вой что сердце дает, вой нах дать, вой адмаш дать, вой дело иметь, да цадиз бошт, и дошь, вой иш дюч представлять деш. И Дугин, и Мугин, и Шал, и Бюхумюк. Так что к Дугину еще есть вопросы, да. Не только украинцев. Убивать. Я вам как профессор говорю, Бягул. Дугин, ой. Да, Дугин. Вслед за дочкой может. Хотя дочка, я еще не особо верю, что она отправилась, да, про отцам. Фоникс пишет, я русский, был лучшего мнения о соотечественниках, 100% рабы, говорит. Феникс или Фоникс. Феникс, знаешь, к большому сожалению, я тоже, я удивлен, как вот так вот каждый день 1100, 1500 человек ни за что вот идут. Я не удивлен, что идут там, погибают, там русские есть, с духами есть, смелые есть, особенно если там водочки принять, там наркотики принять, там кто угодно пойдет. Я удивляюсь с этих видео, когда они говорят, нас было 200 человек, нас отправили на мясной штурм, завтра вот я раненый, меня снова отправляют. И они записывают видео к министру обороны, Путину и так далее. Я вот с этого удивлен. У тебя в руках оружие. Ты уже обстрелянный. Ты и завтра и так идешь на смерть. Только что твоих друзей отправили на смерть. Тебя утилизируют, просто от тебя избавляются. И они записывают видео. Я с этого больше всего потрясен. Русские, я не могу понять, как вы позволяете над собой это творить. Как? Просто тебя убивают. Больше тебе никто ничего в этой жизни не сделает. Тебя больше не будет.
Никогда больше на этой земле. Ты и так умрешь, убили твоих друзей, сослуживцев, ты сидишь, видео записываешь, у тебя в руках автомат, у тебя все есть, ты командира можешь пристрелить к чертовой матери, ты можешь поднять бунт, ты можешь перейти на сторону, если у тебя не получается организоваться, всех убили, перейти на сторону Украины, да что угодно, в конце концов, вместе со своим командиром убиться вместе. Ну как тебя просто отправить, как будто ты никто, ничто. Они хуже тогда тех, кто против тебя воюет, получается. Те-то за свою родину воюют, там, за какие-то там свои какие-то вещи тебя ненавидеть. А этот за что тебя ненавидит? За что этот тебя вообще не уважает? Хуже, чем неуважение, нет ничего. Хуже смерти это неуважение. Вообще за людей не считает. Я потрясен просто. Феникс, я потрясен. На самом деле я открыл для себя еще одну сторону русского человека, которые с оружием в руках говорят, на завтра пошлют, мы погибнем, все умрем. И что? За что сидит этот Федоров, депутат Федоров, и рассказывает, что мы 2,5 года зря идем на мясные штурмы? Так, конечно, зря. Они идут за то, чтобы вот этот Запад, эту Америку, они их вынудили. Вот эту Америку, Запад, они вынудили. Они могли бы еще 3-4 года эти мясные штурмы смотреть на это, закрывать глаза. Америка просто не выдержала этого. Она видит, что убивает, скажет, ну ладно, все, давайте. Не то, чтобы Америка там, Красный Крест там или Мать Тереза, ни в коем случае. Ни одно государство не может быть Мать Тереза, особенно такое мощное, самое сильное в истории человечества государство не будет Мать Терезы. Но есть у всех народов, есть принципы, гуманизм, человечность. Вот у американцев они тоже есть, у англичан есть, у немцев есть. И они сказали, все, давайте, давай, что есть, отдавай. Мы, короче, больше не будем вас. Хотя это еще будет какое-то время продолжаться. Какое-то время будет продолжаться. Увы, даже это будет продолжаться, потому что это Путину нужно. Чтобы утилизировать, чтобы эти люди не вернулись с фронта. Да, за деньги, да, это бандиты, это самые гнилые люди на земле, кто идет за деньги убивать там, называя братьями этих украинцев. Но все равно они люди. Их будут утилизировать. Будет продолжаться это. Бред Дугина, похоже, взят за основу политики русского мира. Да, скорее всего. Скорее, большому сожалению, я из-за своего отвращения не читал. Нужно было это все прочитать его, конечно. Даже не думал я его читать, если честно. У меня он отторжение вызывал. Да, ты прав. Вся чисто дугинская политика там ведется. Ну, наподобие его. Дугин, Проханов, ну вот самые вот эти люмпены пролетариата вообще, маргиналы, чмошники. Вот из этого сделали политику России, Великой империи. К большому сожалению. Вот твоя же развиваться, давай, иду читать свой. Совершенно верно, Роман. Совершенно. Vezam цивилизацион войнис. Дела мюзик ширила, что политика открыта ешь юкцу. Да, ты прав, надо было мне читать. Ну, надо было, почитаем еще. Это как товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Да, Фейза, совершенно верно. Салам, Рояль, салам, дорогой. Золотые слова, да, Бобрик. Вот, я об этом говорю. У них оружие, танки, самолеты, ракеты. Они это в голове не укладываются. Да, Бавонятка? Просто невероятно. Была бы эта война, которую украинцы напали, немцы напали, американцы напали. За твою землю ты. И вот тебе говорят, ну ты не можешь пойти против своей власти, потому что власть права, государство право, на твою землю враг пришел.
И то даже, я не представляю, если бы чеченцам такое говорили бы, что чеченец, даже защищаешь свою землю, иди, я тебя расстреляю. Сказал, пошел ты к чертовой матери, ты кто такой меня расстреливать? Иди сам тогда, иди воюй, чеченец бы сказал бы. А тут на чужую землю, за деньги пришли, да иди в тюрьму сядь, я не знаю, что угодно сделай, ну ты вообще как тряпка. А у тебя автоматы, вы совершенно верно говорите, танки, БТРы, пушки, все что угодно у тебя есть. Ты идешь в бой, у тебя все есть. Нет. 1, 2, 10 так поступили бы, все, на этом бы уже вы командиры себя по-другому вели бы. Они поступают, идут. Еще их в плен берут, они сами себя там калечат, убивают, там, чтобы в плен не попасть. Зато пропаганда промывает, видимо, мозги. Рабские гены не убрать. Я понял по своему окружению, тоже своим знакомым такой вопрос задал. И ответ был, это приказ. Да. Ну я понимаю приказ, если на твою землю напали. Ну ты же на чужую напал. Ты вообще воюешь непонятно за что. Против своих, как они говорят, братьев славян, братьев украинцев. Ну и ты идешь на явную смерть, на бред какой-то, просто тебя закидывают. А для чего? Никаких стратегических высот они не достигают. Они захватывают населенные пункты, вот этот Пригожин, там, супервоин там какой-то у них был. Они захватывают какие-то населенные пункты, которые ровно счетом ничего из себя не представляют ни в стратегическом, ни в военном плане. Это вообще маленький населенный пункт, 10 тысяч населения. 50 тысяч человек положили. Чтобы населенный пункт сравняли его полностью с лица земли. И 50 тысяч своих людей положили. Невероятно. У них не хватает духа пристрелить командира, который завтра пошлет их на убой. Да. Вот Путлер не боится этим нелюдям оружие давать в руки. А вот батька Лукашенко может боиться. Но я думаю, в Беларуси тоже произойдут сейчас процессы. Я думаю. Асахатайпан мело соя ночи ухсо. Юсуф Берсунукаев diyor. Valla Yusuf. Хочу يعني и цеязди шхацуит она Берсунукаев, отца КГБшницы, семейки юрхируа. Yes, левый ник сахирива. Хацуитон чуян свекин исуни элча. غاسقي بير حالتون غاسقشن با كلاديشن تاع شي سوام ديش تاع بوغ ديش تاع ليل شتو شو سيكون دياز دوايز حتسويتو انا بيقر ده تو يسوم شو просто شنت ايد عدل لقصون اخر تسويت قصوق سيجر دات ما لي هر لي سوات ده صار نديش دوش عشان ما بوي قزا تسويت قارسو دات просто чуть бить бишо, Австрия видно горе, Мамихан Умаров, Мамихан Умаров. Цун дена иж да цага эгойтер дараш шундат, агар со витаре. Шун ишт бимуат шо киич мадат, просто ваш цакиит кдат, шо цумата цакиите. Акан со дикхули ла. Эх. Так. Микаэл Ангуш. Ваалейкум ассалам. Салам цадель махцун. Цаделя салам алейкум.
حاجة يويو ما يزدين سويك أسوي جازي حدال أتو بويل أعدادي حيلا باسبورت نو شو زال يويو تعوالي مليلا باسبورت سانويشم دات دايتي وش دات سينك دات إنا داتا دينا إفيري فيديو يحقن شو كويسن دا شو ديلان إفيري وسي كانال دي سندل دات ني سو شما دات لا يعيقي زتشم سويوخي ويحقن هاي وقدية سواش وقدية يو اشتريزيروت ويش يا ايش تشووش ويش تشووش تلوان حتى يتش حيتش وتع يا سو بردايش هنا خي سو قزع كورورتي واتسر سودات سو короче شون مخيتة داتر قزع دات مخيتة الش تسوق شو خير داتر شو خوش دات على شو سمعت أشخر مدري از ديش ديش دلوش مدوير تلوان شو قام سرقايو هاي لا واخي دادي تشانه دوش مدوير تديش عش مدويش صباحانو يتن بركل غاس يوري اشتا يات سو حميات اوني هما يوسف حميات اوني هما يا لا دا اميرش دا غيش تاهم اتلي كحتو غيش سو دايا دايوخ قويتان لي ستريم ديك دي تسوي ديك يا دوما دوقو سين خيتك سين غوشتيغا جا ايلاس شون مسانا ديري سخول دالا وين ديكش او وين دانيس لويل قرشاديغا اروتا وقزاح دات غاس قيتا كاغاباشنيك دات мужество юйбо хаиц боша принять ви вистрелит капля мужества ела هر کجا ویستلی چه سومایرو الوی شو تخیلی چه قیلو شو سو قیلو شو عزن نیکای دالی چه عشر مارس ایش تمامش خزمش دویتش شون مثلا دیریز خور وجری دالا دیکچ او Данис Дуэль Каршадега. Друзья, спасибо, что смотрите, поддерживаете. Все будет Ичкерия. Отвечаю 100%. Далмула. God bless Америка. Слава Украине. Ам Израиль Хай. Всего хорошего, друзья. Живи Беларусь. Алга Казахстан, Азербайджан и все остальные. Всего хорошего, друзья. Вива Грузия. Чуть не забыл. Самых наших главных наших союзников и друзей. Дел Рейс Хуишон. Спасибо, друзья. Давайте завтра увидимся. До свидания. Может быть, завтра увидимся. Ничего не обещаю.